у нас сегодня находится знаменательное событие, передача нотных изданий наших великих композиторов, зачинателей композиторской школы республики Бахарежола, Ростислава Кендембиля, также Виктора Топки. Издание сборников нот стало возможным в рамках проекта «Музыкальное наследие. Симфония НСАЯ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Руководители проекта – генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стадушный и дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Михаил Масенков. Юбилейные мероприятия прошли в 2022 году и в 2023 году. И по гранту должны были издаться эти сборники, которые нам безвозмездно передали, которые мы, в свою очередь, своим коллегам сегодня будем торжественно вручать. Сборники нот передадут в музыкальные образовательные учреждения, концертным и театральным организациям. Министерство образования Тувы получит самую большую партию, так как в их ведении находятся музыкальные школы республики. В подготовке материалов участвовали наборщики нот, среди которых и наши земляки-композиторы Урана Хамушку и Чайгана Камбусамдан. Отметим, что проект посвящен столетию со дня рождения Ростислава Кендембиля и 80-летию со дня рождения Хурешола Дамба. Была проделана огромная, большая работа именно по набору нот и по отбору нотного материала данных композиторов. Сюда лично приезжал дирижер Академического симфонического оркестра Красноярской филармонии Михаил Масенков. Он лично отбирал здесь у нас в библиотеке филармонии, отбирал материалы. Он делал колоссальную большую работу по редактированию данных произведений, материалов. Я считаю, что для будущего поколения, особенно в образовательном плане, в образовательном учреждении, это будет большой подарок. Мы должны нести будущему поколению, передать свое наследие. И в связи с тем, что выпуск этих партитур, сборников, наше будущее поколение, наши дети на вечность должны знать своих выдающихся композиторов. На протяжении 4 месяцев велась детальная и кропотливая работа по расшифровке авторских партитур и редактированию нотного материала. Я очень счастлива, что участие принимала в таком большом проекте, потому что давно пришло время, потому что ноты были в таком плачевном состоянии. Даже некоторые ноты были стерты, даже порванные страницы были, и пришлось некоторые даже восстанавливать. Хорошо, что такой проект у нас получился. Спасибо, конечно, Красноярску, Михаилу Масенкову. И очень счастлива, что именно сегодня я получаю эти партитуры на руки. Я давно этого ждала. На церемонии присутствовали представители Министерства культуры республики, его подведомственные учреждения, а также родственники композиторов. Я думаю, что прежде всего издание партитур будет интересно студентам колледжа, людям, которые имеют, наверное, какое-то хотя бы начальное образование музыкальное. И мне лично очень жалко, что отрадно, что, конечно, есть изданы некоторые произведения симфонического характера, но большой пласт еще остался нетронутым, это именно камерное произведение. В рамках проекта также были созданы сайты с произведениями тувинских композиторов. Теперь записи их сочинений на 57 различных музыкальных площадках можно послушать в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением дирижера Михаила Масенкова. Чинчик Ашпукол, Самбан Арбужук, Владимир Сюртук, Ангар Кюжугет, телеканал Тува 24.